Посмотрите, ребята, сегодня к нам пришло письмо. Давайте отгадаем, от кого оно. Слушайте внимательно. Бегает быстро и прыгает ловко. Скачет то в белом, то в сером пальтишке. Всех приглашает покушать морковки. Этот ушастый, пугливый зайчишка. Правильно, ребята. Это письмо нам отправил зайчик. Давайте, ребята, откроем и прочитаем, что за письмо нам отправил зайка. Здравствуйте, ребята! У нас беда. В лесу много разных деревьев, но мало елочек. А скоро Новый год наступит. Ребята, пожалуйста, нарисуйте для меня и моих друзей зайчат вот такие елочки. А иначе Дед Мороз не придет к нам на праздник. Ребята, давайте поможем зайчатам и нарисуем для них елочки. Каждый из вас будет рисовать елочку для своего зайчика. Ну-ка, ребята, перед тем, как рисовать, давайте рассмотрим елочку. Какого цвета елочка? Правильно, зеленого. Что есть у елочки? Правильно, у елочки есть ствол. Правильно, ствол прямой и высокий. Молодцы. А ствол какой? Низкий, высокий, прямой или кривой? А что еще есть у нашей елочки? Куда смотрят ветки нашей елочки? Вверх или вниз? А также у нашей елочки есть веточки. Молодцы! Ветки нашей елочки смотрят вниз. Кто мне скажет, как называется верхняя часть елочки? Правильно, это макушка. А теперь скажите мне, какие ветки у нашей елки? Ветки у нашей елочки вверху короткие, внизу длинные, и они опущены вниз. Молодцы, ребята! А теперь посмотрите, как надо рисовать нашу елочку. Для этого набираем краску на кисточку, снимаем лишнюю краску о край баночки. Вот так. Немного отступаем сверху, прикладываем кисть и ведем, не отрывая, сверху вниз. Это будет наш ствол. Теперь берем немножко зеленой краски. На самой макушке вверху рисуем ветки. Сначала с одной стороны, затем с другой стороны. Посмотрите, они короткие и они смотрят вниз. Отступаем вниз и рисуем еще ветки. Они длиннее, смотрят вниз. Ветки дружат, посмотрите, они держатся парами. Немножко отступаем и рисуем еще ветки с одной и с другой стороны ствола. Они будут самые-самые длинные ветки.
Посмотрите, какая красивая елочка у меня получилась. Промываю свою кисточку, осушаю ее о салфетку. А давайте сейчас мы немножечко поиграем. Елочка в лесу жила, елка маленькая была, а потом росла, поднялась под небеса. Ветки вниз наклонены, дружат парами они. Прибежали к елке зайки, заскакали на лужайке. Молодцы, ребята! Теперь садимся за столы. А теперь вы нарисуете елочку сами. Возьмите кисть в правую руку. Покажите. Давайте нарисуем елочку в воздухе. Сначала рисуем ствол, затем рисуем макушку. Сначала с одной стороны, затем с другой стороны. Они короткие, смотрят вниз. Отступаем вниз и рисуем еще ветки. Они длиннее, смотрят вниз. Ветки дружат, держатся парами. Отступаем и рисуем еще ветки с одной и с другой стороны ствола. Они самые длинные. А теперь набирайте коричневую краску и рисуем сначала ствол коричневой краской. Как нарисуете, не забудьте хорошо промыть кисточку от краски. Набирайте зеленую краску и рисуем ветки. Ребята, посмотрите, какой лес получился из ваших елочек. А вам нравится? Ребята, теперь посадите своего зайчика под ту елочку, которая вам понравилась больше всего. Молодцы! У вас получились красивые елочки с прямыми стволами, пушистыми веточками. Теперь всем зайчикам будет тепло под вашими елочками. Мне понравилось, как вы сегодня занимались. Всем спасибо за занятие. До новых встреч. Пока! Собрались все дети в круг. Я твой друг, и ты мой друг. Крепко за руки возьмемся и друг другу улыбнемся. Привет, друзья! Вы готовы заниматься? Белым пледом лес укрыт, и медведь в берлоге спит. Снег, как белая кайма. Кто хозяйничал? Правильно, зима. Ну-ка, скажите мне, какое сейчас время года? Правильно, сейчас зима. Какие признаки зимы вы знаете? Дует холодный ветер, падает снег, метели, гололед. Нужно одеваться тепло, на улице холодно. Правильно, ребята, молодцы. Ребята, а чем нас радует зима? Правильно, конечно же, нас зима радует снегом. А кто мне из вас расскажет, какой у нас снег? Пушистый, белый, холодный, искристый, серебристый, хрустальный и легкий.
Да, правильно, молодцы, ребят. И кто скажет, какой самый главный праздник зимой? Правильно, ребята, это Новый год. Скоро у нас будет праздник Новый год. К нам придут Дед Мороз со Снегуркой и будут раздавать подарки послушным детям. Ребята, сегодня утром я шла в детский сад и по дороге встретила снеговика. Но он был не веселый. Снеговик стоял один и был очень грустный. Мне так стало его жалко. Посмотрите, ребята, а вот снеговик, которого я встретила утром, он очень хотел подружиться с вами. Ребята, как вы думаете, почему снеговик такой грустный? Правильно, ребята, снеговик грустный, потому что ему одиноко, у него нету друзей, и ему не с кем встретить Новый год. Ребята, вы же не хотите, чтобы снеговик встречал Новый год один? Ребята, давайте мы с вами поможем снеговику и нарисуем ему много-много друзей, чтобы ему не было скучно и чтобы он смог встретить Новый год со своими друзьями. Посмотрите, на столах у вас лежат бумажки, гуашь, кисточка, салфетки и подставка. Эти материалы мы будем использовать на занятии. Сейчас я вам покажу, как нужно рисовать снеговика. Прежде чем начать работу, мы разомнем наши пальчики. Раз, два, три, четыре. Мы с тобой снежок слепили. Круглый, крепкий, очень гладкий и совсем-совсем не сладкий. Рисуем раз второй ком, два поймаем, три уроним и рисуем третий ком. А теперь принимаемся за работу. Берем тонкую кисточку и рисуем большой нижний ком. Украшаем голову снеговика ведром или шляпкой. Но мы сегодня нарисуем ведро. Наше ведро будет красного цвета. Не забываем при переходе к другому цвету хорошо промыть кисточку в воде. Излишки воды на кисточке можно убрать о край стаканчика или промокнуть о тряпочку. Теперь берем толстую кисточку и закрашиваем все три круга белой гуашевой краской. А руки снеговика мы будем рисовать ватными палочками. Но это потом. А сейчас нарисуем ему морковку. А также нарисуем глазки. И, конечно же, нарисуем снеговика веселым. Наш снеговик почти готов. И осталось нарисовать ему шарфик и две пуговички.
Теперь берем ватные палочки и рисуем ручки снеговичку. Также можем добавить снег, тоже ватными палочками. Вот и все, ребята, наш снеговик готов. Оставим его сушиться. Лепим снеговика. Раз рука, два рука. Лепим мы снеговика. Мы скатаем снежный ком. Вот такой. А потом поменьше ком. Вот такой. А наверх поставим мы маленький комок. Вот и вышел наш снеговичок. Дети, посмотрите, как радуется наш снеговик. Мы с вами хорошо постарались. У всех получились очень красивые снеговички. Давайте их всех вместе соберем и поставим друг с другом. Теперь наш друг не будет встречать Новый год один. Всем спасибо за занятие. До новых встреч! Ребята, посмотрите, кто это там прячется? И правда, это зайчонок. Он испуган и спрятался. А кого же боится зайчик? Да, зайчик боится хищных животных и птиц. Ну-ка, зайчик, выходи к нам. Что-то зайка не хочет к нам выходить. Он, наверное, пугается. Не бойся, мы не дадим тебя в обиду. Правда, ребята? Давайте я ему прочитаю стихотворение, и, может быть, он к нам выйдет. Стой, зайчонок, не беги по тропинке узенькой. Лучше ты побереги хвостик кукурузенький. Лис крадется вдоль тропы, вряд ли ищет он грибы. Не бойся, зайка, мы не дадим тебя в обиду. А давайте вспомним, какое сейчас время года. Правильно, сейчас зима. А как вы это определили? На улице мороз и выпал снег. А каким цветом шубка у нашего зайчика? Правильно, серая. С серой шубкой зайке хорошо жилось осенью. Незаметен он был для лисицы и орлицы. А если бы шубка была белая, его бы нашли недруги? Нет, не нашли бы. А почему его не нашли бы? Потому что белый зайчик и белый снег, и его не будет видно. Вот как белая шубка спасает зайчика. Прыгнул в сугроб и спрятался. В белой шубке зайчик сливается со снегом и ловко прячется. А что кушает зайчик?
Правильно, морковку и капусту. А где же зайчик найдет под снегом эти овощи? Зайчик зимой кушает кору и ветки деревьев. Молодцы! Ребята, а вы знаете, как называется заяц с белой окраской? Он называется заяц-беляк. А вот наш зайчик-трусишка забыл поменять шубку на белую. Заигрался, загулялся и не заметил, как зима настала. А тут лиса на след напала. Хочет съесть нашего зайчика. Предлагаю нашего гостя развеселить и помочь сменить шубку. А иначе зайка не успеет к себе домой на самый главный праздник. Это какой, ребята? Правильно, Новый год. Его там ждет семья. Чтобы наш зайка согрелся, предлагаю нашего гостя развеселить и проведем квиз-минутку. Зайка серенький сидит и ушами шевелит. Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть. Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать. Кто-то зайку напугал, зайка прыг и убежал. Молодцы, зайка согрелся. Давайте теперь поможем поменять ему серую шубку на белую. Перед вами лист голубой бумаги. Это наша снежная полянка, на которую вам нужно нарисовать белого зайчика. Сначала тонкой кистью нарисуем овал посередине листа. Вот так. В правом нижнем углу нашего большого овала рисуем маленький овал. Это будет бедро нашего зайки. Вот так. Затем в левом верхнем углу нашего большого овала рисуем маленький овал. Это будет голова нашего зайки. Вот так. Также сразу из головы рисуем ушки. Добавляем хвостик зайки. Он у нас маленький, кругленький. А теперь дорисовываем лапки. Вот так. Наш зайка готов, ребята? Нет. А чего ему не хватает? Правильно, глазок и усика. Нарисуем точку и 3 прямых линии. Вот и готов наш зайка. Теперь осталось нам нарисовать его следы. Вот так. Можем добавить рядом елочку. Красивую, заснеженную, так как у нас зима.
И также добавляем сугробы снега. Ребята, посмотрите, к нам пришел зайка. А зайка у нас не с пустыми руками. Давайте его послушаем. Ребята, я принес картинку. Хотите посмотреть? Но картинка откроется, если вы отгадаете мою загадку. К нам домой на Новый год кто-то из лесу придет, вся пушистая в иголках, а зовут то гостью елка, правильно. Ребята, давайте поближе рассмотрим нашу елочку. И я вспомнила стихотворение, которое как раз подходит этой картине. К детям елочка пришла, снег на ветках принесла. Нужно елочку согреть, платье новое надеть. Ярко звездочки блестят, ярко лампочки горят. Бусы разные висят, замечательный наряд. Ребята, посмотрите, чего не хватает этой картине. Как вы думаете? Давайте для начала нарисуем сугробы снега. Для елочки, для зайчика и для нашего снеговичка. Затем рисуем нашу красавицу, нашу елочку. Теперь начнем рисовать нашего снеговичка. Сначала рисуем большой ком, затем средний, затем маленький ком. Теперь рисуем нашего зайчика-беляка. Давайте-ка вспомним, как его мы рисовали. Сначала рисуем большой овал. Это будет наше туловище. Затем рисуем средний овал для головы и для бедра. Потом дорисовываем ушки, лапки, глазки и усики. Что-то наша елочка совсем не нарядная. Да и зеленая краска, наверное, уже высохла. Давайте теперь сверху нарисуем елочное украшение. Вот и готов наш рисунок с названием «В гостях у елочки». Всем спасибо за занятие. До новых встреч!